Здравствуйте, уважаемые подписчики! Выполняю свое обещание представить книги Серикбола Кондыбая, нашего выдающегося современника, который ушел из жизни в 2004 году в возрасте 36 лет и менее чем за 10 лет написал 15 томов исследований в области мифологии, исторической географии, лингвистики, истории, фольклористики. И создал свою собственную теорию на стыке лингвистики и мифологии. И у него есть 12-томник, 16-томник его произведений, но их у меня сейчас нету. Их можно заказывать в Актау. Я телефон напишу. То, что можно приобрести у меня дома в Астане, это «Эстетика ландшафтов Мангыстау». Это его дипломная работа, написанная в 91 году, студенческая. «Эстетика ландшафтов Мангыстау. Перспективы развития туризма». То есть тогда Серикбол уже думал о развитии туризма, о имидже области, о брендировании Мангыстау и тому подобных вещах. Потом книга «Есен Казак». Эстетика была написана на русском языке, дипломная работа. Есен Казак, она существует только на казахском языке, на русский она еще не переведена. Здесь Серикбол анализирует 40 крымских батыров, такой эпический цикл. И по его мнению, этот эпический цикл был создан в течение 1 века до создания казахского ханства официального. И он считал, что в этот период на Устюрт и Мангыстау был творческий период, в результате которого была заложена идеологическая база казахского ханства. И об этих вещах, идеологически и духовно, об этих вещах он пишет в книге «Есен Казак». Затем еще одна небольшая его книга – это «Жауынгерлик рух китабы», книга воинского духа. Она тоже существует пока только на казахском языке, не переведена. Следующая книга – это «Казах даласы және герман тәңірлері». Здесь под одной обложкой сразу и оригинальный казахский текст, и перевод на русский язык. Сейчас уже появилась масса информации о том, что король Артур, например, был сарматом, то есть из кочевого племени. Еще какие-то генетические исследования, исторические, археологические, которые эти догадки Серикбола, эта книга была написана на рубеже 20 и 21 веков, и он тогда высказывал идеи от связи германо-скандинавской мифологии, Тор, Один и так далее, асы, с нашей степью, с нашим ландшафтом. И сейчас фактически наука подтверждает эти его догадки. Следующая книга, которую я хотела бы представить, называется «Гиперборея. Түс көрген заман шежіресі». Это книга 600 страниц, такая очень капитальная. Я ее перевела в свое время на русский язык. «Гиперборея. Родословие эпохи сновидений». Здесь Серикбол пытается на основе символов, каких-то слов реконструировать историю до письменного периода человечества. То есть он считает, что многие знаки и символы Евразии имеют один и тот же творческий источник. Он условно называет это место, где формировались эти идеи, знаки, символы, слова, Апшеронский полуостров в Азербайджане. Там есть Гобустан, такое место, где из-под земли бьет огонь, газ выходит, и огонь горит. И он считал пещеры, он считал, что именно там формировались основные идеи человечества. И оттуда они по Евразии расходились, в том числе и к нашим предкам, прототюркам. Потом эта книга 600 страниц. Потом такая книжка
Казахская мифология, краткий словарь. Когда Серикбол издавал свои книги на казахском языке, это конец 90-х, начало нулевых, у нас не было системы книгораспространения, и его книги зачастую не доходили до своих читателей. А Серикболу казалось, что, возможно, если он напишет на русском языке какую-то вещь, то исследователи обратят на него внимание. И вот эта книга, она такая, получается, здесь кратко излагается его теоретические представления о том, как о исторических этапах мифотворчества. Потом Абанг, Аба, круг и точка – это его вот лингвистическая теория, как из одного знака возникает вся мифология, символы и так далее. И потом идут уже конкретные мифологические образы и понятия. Алпамыс, Алтыншаш, Албасты, Алаш и так далее. Вот такие вот словарные статьи в алфавитном порядке. Иргежели – это карлик, Балкантау, Бабатук Тушаштай Зис, Жидели Байсын, что такое, Жлан Бабахан, змей, то есть предок и так далее. Вот такой вот словарь. Следующая книга, которую я хочу вам представить, Серикбола, это четырехтомник, ой, даже его трудно, четырехтомник «Мифология предказахов». Арга казах мифологиясы. Это 4 тома по 500 страниц каждый. Самая такая вот капитальная вещь Серикбола, но Серикбол планировал сделать ее как 7-8-томник написать, но, к сожалению, не успел. Эти 4 тома, каждый из томов 15 страниц, я в свое время переводила на русский язык, вот, и хочу с каждым томом вас познакомить. Значит, первый том «Мифологии предказахов», он посвящен, во-первых, опять же, знаку Абак и тому, как возникают понятия, термины и так далее. Вот, как озвучивается, так сказать, знак Аба, как из него возникают другие знаки. А также здесь Серикбол рассказывает о том, что такое для него мифология, почему он считал необходимым заниматься мифологией. Он этим занимался не из каких-то чисто теоретических убеждений. Он хотел по мере своих сил способствовать возрождению казахского народа, духовному возрождению казахского народа. Вот. И все эти книги он написал, свои 15 томов исследований, не получив никаких научных званий, степеней и так далее. Болел, он был в 27 лет в результате падения железнодорожного моста, стал инвалидом, но все равно для него было очень важно внести свой вклад в развитие казахов. И я хотела бы сказать, что сейчас очень много так называемой псевдонауки, народной лингвистики, народной истории, квазиистории. У Серикбола совершенно другие вещи. Он сам с большим юмором относился к попыткам, например, доказывать о том, что скифы – это наши предки. То есть он тоже так считал, но с юмором относился к таким доказательствам, в кавычках, что скифы пили кумыс, значит, они наши предки. Он очень с помощью логики доказывает эти вещи, разбирает конкретные слова, образы, то, что известно мифологической науке, сам анализирует казахский фольклор, язык и выводит свои вещи. Вот здесь вот, например, он реконструировал по моей просьбе, то есть мой вопрос в письме послужил для него толчком, и он реконструировал прототюркскую систему терминов инициации. Инициация – это посвящение в какое-то тайное знание, в общество. И сейчас у нас в качестве переводят эти слова посвящать, инициировать, как арнау, багыштау и так далее. Но в этих словах заметно, что это современные слова, придуманные. А вот
Серикбол восстановил вот эти слова «жет», «жетпек», «жетым», казахское слово «сирота». Вот такие «жетекши», руководитель. Он эти слова объясняет как слова, возникшие благодаря системе инициации. Здесь дальше также сакральные числа 3, 7, 8 и 9. Он все это разбирает. Второй том мифологии предказахов посвящен астральной мифологии. Это том вытерт, я уже просто много им пользуюсь. Вот. Второй том посвящен астральной мифологии. К сожалению, у Серикбола было очень мало литературы по астральной мифологии казахов и тюрков вообще. Но то, что у него было в его распоряжении, он это глубоко проанализировал и выдвинул свою теорию. Например, дверной косяк, двое врат или два конца одной дороги. У казахов есть созвездие, которое называется Босага. Точнее, в небе есть созвездие, которое казахи называют Босага. То есть косяк, дверной проем. И есть такая вещь в мифологии, когда солнце у нас заходит на западе, и потом оно поднимается на востоке. В соответствии мифологии многих народов было представление о том, что солнце умирает на западе, потом возрождается и проходит путь под землей на восток. И Серикбол вот такие вот мифологические астральные образы анализирует, связывает с инициацией людей. Потом символизм Млечного Пути, Кукуль, очень интересный термин. Мифология, связанная с созвездием Ориона, охотника, потому что в казахских сказках, эпосах, легендах встречается постоянно образ охотника, какого-то древнего охотника, который в одиночестве странствует по безлюдной степи. Встречает там Плеяды, созвездия, Уркер Плеяды, Жестернак встречает, Карлика встречает и так далее. И вот все это Серикбол реконструирует в этих сказках миф, астральный миф. Шолпан, Венера. В казахской генеалогии Шолпан, Ахшолпан – это прародительница казахов или младшего Жуза. Вот такие вот темы рассматриваются. Сириус, звезда несчастья, Кран-Каракше, образ сказочный, какой это миф, какая это звезда. Вот такие вещи Серикбол анализирует во втором томе мифологии предказахов. Третий том мифологии предказахов. Хочу напомнить, что каждый том 500 страниц. Третий том мифологии предказахов посвящен по существу двум основным темам. Это тема Великой Матери мифологии. Кто разбирается в мифологии, знает, что тема Великой Матери – это одна из важнейших тем мифологии. Умай и другие имена, Баяна, Отана. Потом образ Великой Матери, как он сохранился на уровне рудиментов в казахских сказках. Это мать-огонь, мать-вода, бескемпр, вот такое вот есть понятие, бескемпр 5 старух, ушкемпр 3 старухи. Вот как они представлены в сказках. Потом Серикбол анализирует, отталкиваясь от исследований историка Юрия Зуева, анализирует тему Юэджи. Это одно из племен, которые жили когда-то в нашей степи. Образ матери Сиванму, китайской мифологии. Сиванму – это матушка на западе, если буквально переводить с китайского. Этот образ был заимствован у кочевников наших степей, Алтая, и Серикбол показывает связь этих образов с современным фольклором нашим. Дочери Пери – это очень распространенная, девушки Пери, распространенная тема до сих пор в казахском фольклоре. И вторая тема третьего тома – это змея и дракон, мифология змеи у казахов, у тюрков вообще. Змея как тотем,
и различные мифологические мотивы. Молоко и змея и клад, страна змей, две змеи, дракон прототюркский, дракон сказочный, то есть заимствованный образ. Потом вот древние боги, древние небесные боги греков, иранцев, они все, как ни странно, имеют змеиное происхождение. Сейчас в мифологии принято считать, что змей – это хтонический, то есть подземный образ. И что хтонические персонажи воевали с небесными. А Серикбол напоминает о том, что на самом деле, в общем-то, многие небесные боги индоевропейцев имели змеиное происхождение. Об этом говорят в исследованиях, но потом как-то абстрагируются от этой темы. И Серикбол доказывает, что вот эти вот образы индоевропейские восходят к прототюркскому образу, который наилучшим образом сохранился у якутов в образе Юрюнг-Ай-Тойон. И затем тема реконструкции истории через вот мифологию. Бритая женщина, таз, то есть плешивец и так далее. 4-й том мифологии предказахов. В нем самые разные темы рассматриваются. Самые разные темы, которые в других томах не рассматривались. Серикбол, как я уже говорила, хотел 7-8 томов написать мифологии предказахов, но получилось так, как получилось. Миф о лошади, который восходит к мифологическому культу дракона, культ рогатого животного проводника, собака и волк, птица в мифологии, потому что очень развитая была мифология птицы у тюркских разных народов, в том числе и у казахов, лебедь и Аполлон. Вот совершенно была для меня в свое время неожиданная тема. Серикбол сравнивает Коркутата и Аполлона. И, казалось бы, это совершенно несовместимые темы, но тем не менее Серикбол более 10 сходств в их образах находит Аполлона и Коркута. Металл, мифология оружия, мифология близнецов, это мотив ложных близнецов, это вот совершенно неожиданное открытие Серикбола. Он этот мотив в казахских сказках находит и реконструирует миф о ложных близнецах, связывает его с астральной мифологией. Клятва у многих народов, в том числе и у древних тюрков, она тоже персонифицировалась, была мифологическим персонажем. Вода, водоем, тюркская природа Турана, мировое дерево и его виды. Вот это темы мифологии предказахов, 4-го тома мифологии предказахов. И так вот эти книги, которые я сейчас в видео показала, можно мне в дайрект написать и в Астане у меня приобрести. Я продаю их для семьи Серикбола Кондыбая. Вот. А если вы находитесь в других городах или вы хотите приобрести 12-томник, 16-томник Серикбола, то я здесь напишу сейчас, нужно обращаться к его старшей сестре в Ахтау, и оттуда она вам вышлет почтой. Спасибо.